Я думаю, что наша аудитория получила очень много качественной пищи для размышления. Вот мы говорили, спасибо большое, вот во время презентации, да, мы разобрали, из каких слоев состоит AI. И на той большой сцене происходит очень много таких важных вещей, больших. Там вот тот же Мурат Ахманов говорил, Bezos, да, запускает на 100 миллиардов фонд для того, чтобы manufacturing переделать. Вот ночью вышла новость о том, что Трамп утвердил фреймворк федеральный для AI, то есть там регуляция идет, Антропик судится с Пентагоном, то есть очень много больших вещей происходит. И на самом деле это все, мне кажется, показывает то, что мы живем с вами глобально в историческое время. Это, как Мурат сказал, тектонический сдвиг. И это создает колоссальные возможности как в мире, так и для нашего региона. И в нашем локальном контексте, мне кажется, нам тоже очень повезло. Мы живем во время, когда появился первый по-настоящему глобальный единорог из нашего региона, из Казахстана, Hixiot AI, самый быстрорастущий Gen AI видео стартап. И, Мурат, первый вопрос, наверное, вам. Вот это такой живой кейс, да, это организм, который вот в режиме реального времени существует, и очень много вещей действительно происходит каждый день, как Ильджан говорил. Поделитесь, пожалуйста, вашими мыслями, вот, что мы можем вынести из кейса с Хиксфилдом до этого момента, потому что вот недавно в Forbes вы тоже отвечали на то, что происходило в средствах массовой информации. И второй, наверное, вопрос сразу следом тоже, который относится к Хиксфилд. Вы говорили то, что вот OpenAI закрыл видео Gen AI направление, то есть они убили Сору, и они будут фокусироваться на других вещах. Как вы смотрите на это в контексте Хиксфилда? То есть поможет ли это Хиксфилду стать более привлекательной целью для покупки? Потому что амбиции у ребят очень большие. Вот Мурат озвучил оценку, то, что уже больше 4 миллиардов. Ерзат с Алексом говорили, что амбиции как минимум построить Декакорна, то есть компанию, которая оценивается от 10 миллиардов долларов и выше. Спасибо, Мурат. Я хотел бы сказать сначала, наверное, о каких-то предпосылках. То есть Хиксфилд не мог появиться на пустом месте, да. В первую очередь, вот то, что сегодня является самым важным, наверное, для AI-фаундеров, да, это, образование. Вот. И в первую очередь STEM образование, да, физмат. Да, и вот этот бэкграунд очень сильный и в Алмате, и в Астане, и в Казахстане. То есть у нас есть своя статистика, да, откуда приходят фаундеры. И мы видим, что на самом деле это 3 системы школ. Это Казахско-турецкий лицей, КТЛ, да, прям вот кузница наших кадров. Это Республиканская физмат-школа РФМШ Алмата Астана. И это Назарбаев интеллектуальные школы. И прям вот они генерят, они собирают эти таланты, да, прям со всей страны. И вот и это является самым такой почвой благодатной для таких вот стартапов. Потому что Хиксфилд это же не просто один Ерзат Дулат или Алекс Машрабов. Да? Там вот только в алматинском офисе работает 140 человек. Я хочу сказать, это 140 человек, которые работают на глобальном уровне, имеют глобальную экспертизу. А в части маркетинга это лучшая экспертиза сегодня в мире. Я хочу сказать, head of marketing, девчонка, ей было 23, сейчас 24 года. Средний возраст Хиксфилда 24-25 лет. То есть это ребята еще даже не все еще университеты закончили, некоторые дропнулись на Назарбаев университета. То есть и за ними идет уже охота, большие бигтехи, да, их как бы пытаются сманить. Вот. Просто что-то нереальное. По поводу дальнейших перспектив развития, почему Хиксфилд так взлетает? Потому что с помощью AI он дизраптит целую индустрию продакшена. Сначала дизрапт коснулся продакшена для социальных сетей, то, что делают AI-креаторы по всему миру. И здесь рынок, он сам по себе в районе около 100 миллиардов долларов. Да? И только на этом рынке Хиксфилд вот сейчас вот он растет стремительно. И они в этом году уже до конца года у них IRR run rate превысит $1 миллиард по плану. Посмотрим, что произойдет. Но они идут дальше. Они говорят, что следующий рынок наш это advertising production, да, когда этот рынок примерно 600 миллиардов, когда они будут автоматизировать съемки рекламных клипов. Вот сегодня одноминутный клип сегодня это примерно, наверное, $100 тысяч для корпорации обходится минимум. На Хиксфилде это можно сделать там за $500, наверное. Но они еще дальше идут. Вот буквально на прошлой неделе вышел первый их фильм. Они идут в стриминг, AI-стриминг. То
То есть AI Netflix, да, когда они сделали 20-минутный фильм, который, чтобы снять обычными методами, я не знаю, нужно там потратить миллионы долларов. Там, вот, они его сделали там за, я не знаю, там, может, за полдня сделали. Вот такие перспективы. То есть, когда AI дизраптит целую отрасль продакшн и взлетает вертикально вверх. Спасибо большое, Мурат. Следующий вопрос Адилю. Адиль, вы очень быстро двигаетесь. То есть первый фонд Big Sky Capital, Адиль меня поправит, если ошибаюсь, 20 миллионов, B2B SaaS, очень четкий фокус всегда. И инвестиционный период первого фонда не кончился, вы уже собираете второй, фонд побольше, на 50 миллионов. И в свете всех этих изменений, да, о которых мы сегодня говорим, которые звучали в том числе в презентации Мурата и Ильджана, как будет позиционироваться Big Sky Capital в этой новой среде и какие у вас планы на второй фонд? Спасибо. Ну, во-первых, на наш бизнес это сразу повлияло. Мы 2 года назад свой агента напилили, который, собственно говоря, входной пайплайн нам анализирует. То, что вот мы с утра ехали в машине с Муратом, разговаривали. У меня было 6 аналитиков на входе, потом осталось 3, я их миньонами называю. Больше у меня миньонов нету. Ни одного, я уволил всех, потому что толку нет. В смысле, получается, что машина делает эту работу лучше, быстрее, эффективнее. У меня пайплайн анализируется, у меня флажки расставлены. Я его перманентно тюнингую. Я имею в виду критерии, задаю. То, что произошло в портфеле Мурата, у нас примерно то же самое произошло. Весь прошлый год мы инвестировали только в AI. Мы закрыли 7 сделок, они все в Калифорнии. У меня нету там ни одной компании, которая не AI в прошлом году. Но мы также провели очень большую, мучительную, дурацкую работу со всеми нашими SaaS-стартапами. Не соврать, с марта прошлого года мы успели пивотнуть 4-5 компаний почти насильственно в AI. Вот. И как-то отработать этот механизм более-менее. И все, что вот на слайде было, самое важное — это Protective Mode, то, что 5 основных пунктов. Мы, собственно говоря, возвращаемся туда же. Мы не собираемся менять мандат с точки зрения B2B. Мы отдаем предпочтение глубоким вертикалям и не секси-бизнесам всяким, которые в конечном итоге так или иначе будут задистрапчены. Единственный такой момент, нужно всегда понимать, что бизнесы, которые связаны с рекламой, с видео, стриминг и все остальное, adoption rate был максимально высоким всегда, потому что он хайповый. И там еще такая вещь B2C. В смысле, все равно это быстрее все делается. Это новое поколение, оно быстрее учится. B2B adoption будет запаздывать. Более того, будет саботаж внутри. Так всегда. Тут, крути не крути, в любой большой организации есть инерция, есть legacy, есть зоопарк вложенных денег и так далее. Потому что это влияет на много больше судеб и так далее. Все равно будут приниматься решения медленнее. Не означает, что не будет adoption. Будет adoption. Когда в слайдах Мурата рассказывались adoption rate 78% там, и так далее, enterprise, это не про наш рынок, говорим мы. Это не про Центральную Азию, это не про Юго-Восточную Азию. Речь идет о США. И это все очень просто обосновывается GDP per capita. В смысле, там мне дешевле просто это все сделать максимально. У меня эффект по workflow, когда я его расшиваю, он просто в экономику мою ложится очень быстро. Понятно все, потому что труд очень дорогой. Вот. И в B2B таких ниш очень много, которые до сих пор не задистракчены. Мы во втором фонде будем это упражнение продолжать делать. Обязательно, понимая, что есть 5 вот этих категорий. Для нас у меня 4 получилось, но вот 5-ю тоже добавляю для себя, учусь. Вот, и будем продолжать это делать. Просто будет B2B и AI, скорее всего, enterprise. SaaS мы уже видели, что он потихоньку загинается, в 2023 году уже видели. Поэтому в 2024 мы это упражнение начали делать для себя, потом дальше. Весь 25 год только AI и большая работа по местами насильственному пивоту для компаний, которую необходимо было делать. Мы хотим, не хотим, потому что мы потеряем портфель. Вот.
Весь следующий фонд это AI. Все. В смысле, у нас опций нету никаких. Спасибо. Ильджан, вот в продолжении этого контекста, спасибо большое, во-первых, за Threads. Я советую всем подписаться на Threads Ильджана, он очень интересные вещи пишет. И вот в презентации мы говорили про нашумевший OpenClaw, да? Это был действительно самый быстрорастущий, самый горячий продукт в AI. И Питера Штайнбергера, то есть основателя OpenClaw, его быстро забрали в OpenAI. Рынок отреагировал, то есть очень много там, от гигантов, та же NVIDIA запустила там NemoClaw. Появились новые термины, вот то, о чем говорил Адиль, SaaS-апокалипсис, то есть то, что SaaS будет, очевидно, меняться под влиянием этих больших изменений. Появился новый термин, который называется FOBO, то есть если раньше был термин FOMO, да, Fear of Missing Out, сейчас это Fear of Becoming Obsolete, то есть страх остаться ненужным. И вот на твой взгляд, Ильджан, поделись, пожалуйста, своим видением, куда нас этот новый мир агентов в итоге приведет? Что ты видишь? Спасибо. Ильжан, расскажи про Threads сначала, про свой. Threads, кстати, это мой агент пишет, но я курирую. Он мое одобрение должен получить. То есть он каждое утро анализирует, что было успешно, что неуспешно, какие сейчас темы актуальны, знает мой контекст и рекомендует 5 постов. Я выбираю один, и что-то не нравится, я подправляю, потом говорю, все, пости, он постит. Ну, как бы, curated. Но это не значит, что интеллект ведет вместо меня. Это будет норма, все так будут вести, уже ведут. И возвращаясь, куда мы катимся, я вот так скажу, вот, что я сейчас с OpenClaw, что весь мир сейчас с OpenClaw просто офигевает и так использует массивно, мы уже behind. Это все было 2-3 года назад, уже все доступно. Сейчас это просто упаковалось до такой легкотни, что любой, кто, не знаю, школьник любой может, это упаковалось сейчас в такую легкотню. Но все эти технологии были уже 2-3 года назад и уже давно используются и применяются. Это сейчас 2 года вот долетело до всех массово, и через 2 года это, вот как говорят, до каждого таксиста, да, или как вот говорят, когда все уже про это знают. Это будет так, да, неизбежно. Просто мы вот VC это чуть раньше видим, поэтому единственное, что делать, это переучиваться, да, вот каждую технологическую революцию нужно было переучиться. У тебя принципы, понимание, методология как бы остается. Почему вот домен-экспертиза важна? То есть сейчас не совсем важно, как делать агента, потому что он делается очень легко. А важно ему дать методологию решения той или иной проблемы в том или ином enterprise, да? Поэтому, как всегда, актуально знать свой рецепт в своей индустрии, да? Свой рецепт. Просто этот рецепт сейчас с новыми технологиями намного быстрее происходит. Да? И вот раньше вот говорили, если ты не читаешь там 30 книг в год там, или 50 книг в год, а весь мир читает, ты просто отстаешь от мира, да? То сейчас вот, если быстро не переучиваешься, а все переучатся. То есть вот примерно так. Спасибо большое. Я бы хотел напомнить и поблагодарить тоже за тот семинар. Я был на этом Google Meet, да, то есть действительно было желающих очень много, и мы поломали Google Meet. Хочу напомнить всем желающим, что 31 марта вот как раз присоединяйтесь на новый вебинар с основателем Hero Journey. Спасибо большое, что вы эту работу для рынка делаете. Теперь вопрос для всех. Очень интересно вас послушать. Вот в презентации мы разбирали разные слои, да, то есть Мурат говорил о том, что на самом раннем этапе развития рынка, то есть это были какие-то copycat модели. То есть фаундерам не нужно было заморачиваться, условно брать то, что было в Штатах работающее, и применять, локализировать это на местных рынках. Потом был промежуточный этап, и сейчас мы все говорим про AI Native. Ильджан говорил о том, что
вот, ссылался на YC Request, да, то есть топовый акселератор в мире, Y Combinator, каждый с определенной периодичностью публикует такой запрос для фаундеров. Это идеи, которые они хотели бы, чтобы фаундеры запустили. И вопрос ко всем вам. Давайте попробуем сделать, сформулировать, наверное, такой условно MA7 request, Big Sky Capital request. Какие идеи вы бы хотели, чтобы фаундеры из Центральной Евразии адресовали? Ну и, соответственно, они бы в свою очередь повысили вероятность для себя, что вы в эти идеи инвестируете. Потому что у нас сидят топовые инвесторы Центральной Евразии. Интересно послушать, что бы вы хотели видеть на рынке. Спасибо большое. Готов. Ну, я продолжаю B2B по своему мандату делать. Там есть очень много, на самом деле. Почти каждая индустрия у нас здесь outdated. Почти все. Там с любой начните. А по workflow, если подходить, думая, что workflow надо оптимизировать, это все про workflow. То есть агенты вы ставите на workflow. Если вы их идентифицировали, принцип не меняется автоматизации. Он то же самое. Тулы стали многократно лучше. Там, собственно говоря, AI — это тул. Вот. Adoption, быстрая адаптация, быстрое применение, быстрое произойдет там в Казахстане через финансовые организации. У нас так случилось, что банки быстрее всех что-то делают. Вот. Но и их можно задистраптить. А вы подумайте, не секси индустрии. Например, мы сейчас разговариваем, ведем переговоры с компанией, которая делает несколько вещей. Она для Halliburton и Schlumberger закупает, приоритизирует, заключает контракты, находит, имплементирует и обучает персонал по закупку специализированного оборудования для нефтяной отрасли, для сервисных компаний. Ни хрена не понятно свой птичий язык. Этих чуваков в мире мало, в целом мало. Вот туда зашли агенты, и они всю цепочку разбирают. В майнинге горнорудки. Есть тоже 3-4 игрока, и вокруг этого все строится. Тоже хорошая ниша. Agriculture, аграрка. Поле непаханное, там еще больше работы. У нас есть здесь возможность вот этот временной лаг использовать там, где неочевидные ниши, которые попервой не зайдут. Сейчас драчка идет за такие low-hanging fruits, хайповые, красивые, вкусные, уже оцифрованные и так далее, так далее, так далее. Но деньги остаются в тех вертикалях, где не сильно вначале видно, интересно, против уникальных людей. У нас в геологии в Казахстане осталось 3 человека, которые разбираются в геологии. Там. Туда-сюда несколько маленьких компаний, 20, может быть, да? Плюс-минус. Вот. Я просто обозначаю те вещи, которые нам было бы интересно смотреть и там туда копать. Опять, protective mode. Мы как бы за этим идем. В компании, если у нас вертикальная ферма, контейнерная ферма делает там в Малайзии. Так вот, мы напилили AI за прошлый год. Мы со всеми, получается, ательерами и рестораторами связались, получается. Они делают меню, которое мы сегодня производим. И назад. То есть вертикаль замыкаем, дальше углубляемся. Мы сами делаем меню, сами его планируем на год для отеля 5-звездочного Хилтона, например. Причем с момента появления гостя на пороге у ресепшена. То есть делается рецепт смути из наших vegetables, которые мы производим. У него там какой-то сок, он потом в спа идет, потом идет в ресторан, а в ресторанах обычно там 5-6. И ровно мы на нем зарабатываем везде, на каждом этапе. А на том конце сидит повар, у которого нет времени, а он хочет креативить и делать новое меню. А он кликает, он знает, что мы будем через каждые 28 дней будем производить для него ту траву, которая необходима. Травой называют 300 наименований, кроме рукколы и салатов мы не узнаем там. Просто они едят, после рынка едят. Вот такие ниши, которые глубже уходят и ближе делают расстояние между прямым клиентом и дальше. А клиент в моем кейсе это 81 5-звездочный отель Юго-Восточной Азии. Там Хилтонская сетка и Marriott.
там еще сколько-то там 70 чем-то отелей. Вот это мои клиенты. Это enterprise решение. Вот. Такие вот вещи, которые мы смотрим, очень нишевые, очень глубокие и очень высокая маржа. Это protective. Там можно работать, там можно зарабатывать, и в этом бизнесе. Но здесь еще комбинация есть. Вертикаль очень сильно усиливается, например, со знаниями plant science. То есть надо знать, что ты производишь. 300 наименований этой травы надо смочь произвести вегетативный цикл 28 дней каждый день, каждый месяц. То есть он полностью такой железобетонный. Чтобы до туда дойти, надо много-много-много итераций работы сделать. Вот такие бизнесы мы смотрим, ищем там и готовы в них инвестировать, вместе с ними расти. Мы не боимся пивотить, мы сами заставляем местами. Вот, поэтому много ниш. В конечном итоге все равно упрется в экономику, в цифры. Пугаться этому не надо. Ничего такого страшного пока не происходит. У нас есть временной лаг. Здесь, в нашей части света, она в целом никому особо не нужна. Пока приходит, успеваем адаптироваться. Наша задача что делать? Максимально быстро, открыто, перенимать все. Нам нечего терять, собственно говоря. За что держимся-то? Как бы надо быстро обучаться. То, что Жан говорит. И это единственное наше преимущество, быть максимально открытыми и быстрее всех обучиться. Потому что у тех, у кого есть что терять, они будут за это цепляться. Типа там немецкой экономики, которая просрала цифровизацию полностью, там, или японцы, которые аналог до совершенства довели и тоже просрали. Вот две страны, которые явно видно, что они отстают. А нам что-то терять. Ну, просто перенимать максимально быстро с самыми большими скоростями на самых высоких масштабах, насколько это возможно. Страновое и региональное. Это я так вижу. Спасибо большое, Адель. Мурат, Ильжан? Ну, я хотел бы сказать, что Native Ventures – это проблемы, да, то есть это никуда не делось. То есть нужно смотреть на конкретные серьезные проблемы, которые сегодня есть. И что мы видим? Мы видим, одна из самых главных проблем – это сложность внедрения AI в обычный классический бизнес, тем более там enterprise уровня. И они, честно говоря, не знают, с какого конца даже подойти к этой, да, ситуации. И что здесь важно? Да? Мы будем искать компании, которые могут работать с данными больших корпораций. Это мультимодальные, которые будут есть все, да? То есть и PDF, и телефонные переговоры, и записи просто переговоров за столом, и почту, и ERP, и бухгалтерию, и будут с ними интегрированы вот такие сервисы, да, которые будут очищать эти данные и готовить какой-то там data lake, который уже спокойно может использоваться там моделями. Наверное, будут пользоваться интересом стартапы, которые могут работать с open source моделями LLM, да, которые могут ставить их внутри периметра, которые могут обеспечить безопасность, необходимую для работы корпоративного сектора. Да, очень важно. Вот. Ну и то, что вот говорил Адель, да, то есть крайне... Сегодня нет проблем запилить продукт. Это вообще не проблема. Сегодня важно и ценится индустриальная, точнее отраслевая экспертиза и компетенция. И это вот именно на это мы сегодня обращаем внимание. Вот. Ну, остальное мы уже рассказывали, не будем повторяться. Спасибо. Если помните, вот 2 года назад презентация Гугла была, когда все говорили, Google отстает от OpenAI, там все, Red Alert, Google хана. Они в презентации там говорили про агента, который звонит, тебя записывает на стрижку, там забирает вещи с химчистки, там и так далее. Типа, это все вау, в шоке были. А получилось это сейчас open source. Это всем доступно бесплатно. Подключаешь любые токены, хоть китайские дешевые, хоть дорогие антропика. То есть это электричество, commodity. Подключаешь, а технология работает. Не Google сделал, не Apple, Siri вообще дохлая, да? А это просто open source один человек сделал. И, сделал то, что Siri должна была сделать. И сейчас это очень дешево, очень доступно всем. И завтра, вот сейчас у меня агент есть, там в зале подняли 10 человек, да, где-то. Но мы через год встретимся, все руки поднимут.
И будет новая экономика агентов. Да? Вот я к своему агенту подключил сервис, который дает имейлы для агентов. Я ему говорю, создай новый имейл или еще что-то. Не Gmail, а новая инфраструктура имейлов для агентов. Завтра будет Dark Store для агентов, которые вместо тебя принимают твои посылки и там шкафчик твой контролирует и так далее, да? Диспатч там на твой адрес делать, еще что-то. Будет оплаты, уже есть, да? То есть кошельки, которые принадлежат агентам и так далее. То есть вокруг этого куча сервисов, которые можно сейчас открывать. И тот же Y-комбинатор, он всех их собирает. Backend, датабазы для агентов. Отдельный сервис, их десяток сейчас. То есть они все бешено растут. И куча. И все бизнесы, классические SaaS, они, Agentic становится не то, что workflow там, или еще что-то делают. Вот у нас graphical user interface, это мы, люди, привыкли. Агентам не нужен graphical user interface. Мы вот эту презентацию, которую делаем в Google слайде, мы мышкой рисуем, мы визуально. А агент туда пишет код. Где какой бокс поставить, когда мы диктуем код, он сам знает нативно, как это работает. Да? И то есть всем SaaS и компаниям, которые работают с людьми, нужно такое же бесшовное общение с агентами тоже сделать. Поэтому в этом большое направление. Спасибо большое. Я добавил два направления, которые тоже будут, они уже бумят. Это робототехника, все, что касается робототехники, и military. Прям, да, это все, что касается дронов и так далее, и так далее. Прям вот, особенно сейчас украинские стартапы, они просто взлетают там с valuation уже больше миллиарда, то, что они делают. Спасибо большое. Немного, наверное, такой провокационный вопрос. Бытует мнение у отдельных организаций развития, что капитала в Центральной Евразии достаточно, и теперь нужно фокус смещать на то, чтобы готовить фаундеров, вот, как профессиональных участников рынка. Да? Можно вас послушать про это. Считаете ли вы, что капитала в Центральной Евразии достаточно? Как вы смотрите на количество фаундеров, на динамику роста количества фаундеров? Спасибо. Можно. Мы как-то ужинали с Ильей Стрибулаевым, это профессор Стэнфордского университета, он написал книжку Venture Mindset. И мы говорим, как вы оцениваете развитие там экосистемы в Казахстане? Он говорит, знаете, ваши там 80 миллионов, конечно, вроде бы вы там лидеры, но на самом деле это ни о чем. Да, то есть, я говорю, а сколько о чем? Он говорит, вам надо несколько миллиардов. Говорит, Мурат, тебе, говорит, надо фонд на миллиард открывать. То есть у меня даже в голове так никогда не работало. То есть, и он привел очень замечательный пример, что в США объем венчурных инвестиций с конца 80-х годов, он как бы появился, и он растет, и превышает там, по-моему, на 2 порядка европейский объем. И именно за этот период времени производительность труда в США сегодня она на 40% выше, чем в Европе. А в 70-х годах примерно один и тот же уровень был. Поэтому капитала не хватает. И мы об этом постоянно твердим и говорим на всех конференциях, что капитала должно быть больше. И это, вообще говоря, для нашего региона, для наших стран, наверное, у нас и выбора другого нет, только туда. Это единственный путь, куда мы можем увидеть там новая нефть страны, это любой страны, это в первую очередь люди и таланты. Я согласен с Муратом. У нас есть хороший человеческий капитал, но, собственно говоря, если мы про это, а у нас бизнес про людей вначале, потом технологии, людей, которые делают технологии. Underfunded, мы вообще недофинансированы. Мы на минималках работаем. Только что вам пример привели Hicksville, да, который в валюации поднялся. Много ребят просто не успели поучаствовать. Грубо говоря, был бы кэш, мы просто закинули бы. Почему на этой сделке заработает General Catalyst или кто там еще, все эти американские фонды, больше, чем мы заработаем? Это наши ребята, это наш талант, и 140 человек в Алмате это все делают. И почему мы не дадим эту возможность нашим ребятам дальше? Потому что эти 140, они сегодня там. Завтра они все стартапы будут делать. Им наскучно. Буквально 2 года вы посмотрите, там новая банда пойдет, PayPal. Как у нас Чока банда сформировалась дальше. Еще одна целая
плеяда идет. Их нужно же фондировать. А вы же видите, что стоимость раундов туда-сюда 6 месяцев от 0 до 100 миллионов подпрыгнула. Ну и что, а мы здесь будем сидеть, как бы хлопать ушами? Причем, что деньги-то есть. У нас есть деньги. В банках деньги есть, там. Это не так, что их денег нету. Мы тратим на всякие вещи, которые не сильно продуктивны, давайте скажем так. Вот, поэтому я не согласен ни с одним из институтов развития, который говорит, что мы абсолютно недофинансированы. У нас 3 банка заработали 2,5 миллиарда бакарями чистой прибыли. Вы о чем говорите? Причем ничего не создав, 0. Не создали ничего. Бизнесы от этого не появились, производства от этого не появились. Большей частью казахи повесили по 3 кредита на себя и 12 миллионов там, заложники 15 там в целом. Вот и все. Ну, не появились эти рабочие места, не появились эти новые возможности, не появились новые компании, как Fixel, там, например. Вот. Ну вот куда надо деньги вкладывать. Я это все время говорю, в принципе, я буду продолжать говорить, пока мы денег не соберем больше и больше. Вот. Хорошо, они в это время сейчас повернулись благодаря Мурату, потому что мы ходим все время их провоцируем на что-то, там разговариваем в кулуарах, везде, вот с каждыми банкирами там стараемся, чтобы они поменяли свои отношения. Но с другой стороны, смотреть результаты, которые делает Freedom, который лицом к венчурке стоит, который вкладывает в это деньги, который с 20 какого-то места там поднялся до десятки, зашел. Там забрал целые вертикали, которые халыкают. Мы сегодня с утра тоже с Муратом это обсуждали. Вот, underfunded. Постоянные underfunded венчурные инвестиции. И здесь не хватает этих денег, и в Казахстане не хватает, и на регион не хватает. 2-3 ярда мы легко проглотим как регион. Более того, у нас есть на это таланты. Просто наши таланты сейчас в какие-то квазигосы, в каких-то банках сидят, занимаются чем не должны заниматься. На самом деле, могли бы заниматься, стартапом. Не всем, я согласен, что не всем и так далее, но мы бы создали больше, мы бы на карту стали быстрее, тем более, что ребята голодные, тем более, что умные, тем более, что учиться могут и адаптироваться могут. Можем, делаем, доказываем. 5 лет, да, Мурат, сколько? Туда-сюда 7 лет произошли вот эти изменения. У нас 4 юникорна сейчас в Казахстане только. Там, я просто в Восточной Азии нахожусь, я сравниваю. 3 сингапурских, а 1 малазийский, они в 2012 году заливают деньги. До сих пор они все пропустили. Наши это делают. При том, что недофинансированы опять. Недофинансированы. Поэтому нет, надо деньги давать. Спасибо. Ильджан, что думаете? В принципе, исчерпывающе, я думаю, тут ответили. Наверное, добавлю то, что сейчас как никогда легко компанию делать с самыми современными технологиями. Если раньше это было сильно завязано на физическую локацию, то сейчас показывает то, что не нужно быть в Силиконовой долине. Да? Есть центр там Лондон, есть центр Берлин, есть центр Париж. Здесь вот сейчас Алматы появляется, там другие города. То есть сейчас практика показывает, юникорны не только в Америке появляются, везде по миру появляются. И сейчас distribution сразу, хоть откуда, хоть куда. Если ты сделал вау, за один день весь Твиттер тебя знает, на следующий день весь мир тебя знает. И вот, на примере OpenClaw. И позавчера Китай, вот Tencent, это WeChat, на 1 миллиард людей сразу дистрибутировал OpenClaw. То есть, open source, который Siri не мог сделать Apple, они берут и на 1 миллиард за один день дистрибутируют. И не прошло там 4 месяцев, уже весь мир пользуется. Да? Поэтому, если такую какую-то инновацию, неважно, с какого города, с какого региона не сделать, за месяц весь интернет будет тебя знать. Раньше такого не было. Никогда не было. Какой-то возможности дистрибуции. Спасибо большое. Адиль говорил про таланты. Складывается впечатление, что начинается штурм YC со стороны Казахстана. Да? Вот последние эти сформировалась волна. Вот Ламинар недавно 3 миллиона поднял. Вот последняя новость была. Вот Hillclimb,
потом Нозомио, Липинг. Вот последняя история была из Таджикистана, да, Вейку. И есть разные мнения на этот счет. Мне интересно вас послушать. Например, если я правильно помню, по-моему, Аскар Гильзбеков, CEO Алем фонда фондов, да, Алем Capital Management, говорил о том, что плохо, что наши таланты утекают условно туда, в Кремниевую долину, нужно создавать условия дома. Кто-то говорит, что наоборот это полезно для экосистемы. Как вы на это смотрите? На то, что таланты из нашего региона пробиваются в IT условно? Я смотрю позитивно, я не вижу границ. У нас бизнес построен на том, чтобы рушить границы. Наш бизнес. Рушить дозволенное. Disruption — это вот про это, собственно говоря. Я считаю, что мы должны учиться у лучших, у источника. Источник один сейчас. Это один город, два города, там рядом они все. И если у нас там наших ребят не будет, значит мы не умеем ничего делать, мы не научимся, мы не узнаем и так далее, и так далее. Мы, может, теоретически будем знать, но не получится так, что Ерзат дома в Алмате находится, например, и 140 человек сейчас, вот в моменте, учатся и у крутого маркетолога Алекса, там, и, грубо говоря, потому что местные реалии, они тебя в местный заведут. Нужно, чтобы вот этот линк, он существовал не только с Silicon Valley. Мы должны идти и в robotics там, где это необходимо, и там healthcare и так далее. Своим стартапам, которые мы смотрим, вот все, что связано с AI, health-tech, biotech и так далее, у нас одна, у них дорога, они сразу должны попасть в Штаты, все, точка. Потому что все остальное, оно нерелевантно, оно все отстало. Ты должен у источника находиться. Грубо говоря, раньше было 100 человек, которые делали весь этот AI по модельной части. Если ты не в этой тусовке, ты не понимаешь, что происходит, потому что каждые 2 недели что-то новое происходит. Каждые 3 недели еще что-то, каждые 3 месяца ты отстал. А у тебя там человека нету, и тебя нету. Поэтому проблем я вообще никаких с этим не вижу. Нужно, чтобы наши тут там ребята были и постоянно апдейтились, постоянно в теме были и так далее. И это же не новость, это же не мы первые делали, это и украинцы сделали там лет 10 назад, и русские стартапы, все, что вообще что-то когда-либо сделал, все равно на Штаты упирается. Проблем нет. Мы не хакнули Китай, о чем я жалею, и как бы там надо было там остаться, этому 10 лет посвятить свое время, но как бы вот у нас он рядом, этот сосед, а мы не понимаем, что там происходит. А уровень технологий там такой же, если не выше. А мы не знаем. Вот никто из нас в Центральной Азии не понимает, что там происходит. Наверное, там где-то в их R&D-центрах что-то происходит такое, которое будет стратить еще быстрее, еще лучше, а наших ребят там нету. А мы географически ближе. Это вот наше упущение. Мы не знаем, что происходит. Мы вон туда через океан летаем. Да, я проблем не вижу. Нам надо по всему миру двигаться. Мы маленькие нации. Нам надо быстрее учиться у лучших и скорость адаптации, скорость обучения, мы на этом должны конкурировать. Вот. У нас, собственно, других особо и вариантов-то нету, если честно. Добавить? Я согласен с Адилем полностью. Хочу сказать, что действительно вариантов нет, потому что, допустим, казахский B2B, мало того, что рынок не совсем большой, так он еще на 65% аффилирован с государством. И все, что аффилировано с государством, оно работает в теплых условиях, не рыночных. Им особо и не нужны венчуры, стартапы, потому что им и так хорошо. Да? Потому что дает ветер? Повышение эффективности. И оно им просто не нужно. Им даже задач таких никто не ставит. Вот. Сейчас мы пытаемся как-то это все поставить снова на ноги, не знаю, насколько это удастся. Поэтому вариантов особо нет, надо идти на мир. И то, что туда наши таланты уезжают, это, наверное, и правильно, и хорошо, потому что мы не видим для больших перспектив для них на рынке Казахстана. Даже с точки зрения, скажем, экзитов у нас есть там талантливые фаундеры, более-менее там до раунда сид есть какое-то финансирование, да, может там после немного, да, и все. Больше у нас даже денег нет, во-первых, на развитие, и у нас стратегов нет. У нас все стратеги забирают стартапы на сид уровне, потому что дальше просто денег нет их финансировать на рынке. И как бы это там сколько, сид уровень, 10, 20, 30, самые большие сделки у нас там $50 миллионов на рынке. Все. Как бы, да, это и фаундеров не устраивает, это и нас не устраивает, да, то есть, поэтому примерно так.
Спасибо. Ильджан? Наверное, такую аналогию бы сделал. Вот мы вот про 3 стадии, вот, которые Мурат говорил, копипаст, с дифференциацией, что может быть востребовано за рубежом. И третье, вот, в самой конкурентной среде, что на мир сразу может пойти. Да? Первое, это вы не выйдете за регион наш, потому что там уже свои игроки, следовательно, вы не станете большой компанией. Второе, вы, может, наш регион захватите, найдете дифференциацию с какой-то фишкой, можете туда пойти. И третье, вы сразу можете востребовать везде. Это вот, если там футбол взять, чемпионшип, лига и лига чемпионов. Вот мы радуемся, что лига чемпионов играет казахстанцы. Это то же самое. Ты самый конкурентный, и ты востребован. Почему не радоваться, да? Для компании, зарегистрированной в Казахстане, даже страйк не подключишь, слушай. О чем говорить? Спасибо большое. Меня торопят коллеги. Вопросов к вам на самом деле огромное количество, и это дальше может превратиться, если из того, что это превратится в подкаст. Вот, поэтому давайте похлопаем нашим спикерам. Спасибо огромное. Я очень надеюсь, что та экспертиза, которая была озвучена вот с этой сцены, тот условный стартап request, да, от MA7, от Big Sky Capital будет услышан, и у нас появятся фаундеры, которые будут заниматься этими проблемами.